Уважаемые дамы и господа, пожалуйста, займите свои места и отключите телефоны. Уважаемые дамы и господа, пожалуйста, займите свои места и отключите телефоны. Июнаргалоид Апснахнткарра Абирах. Вносится государственный флаг Республики Абхазия. Халагоид Апснахнткарра Хадас Ялху и напынцаква рынок Зарахянериаску Агургерат и Латара. Начинается торжественная церемония вступления в должность избранного президента Республики Абхазия. Аже ему Апсныжла Рейзера Айхаба Бганба Валерий Рамщухипа. Слово предоставляется спикеру Народного собрания парламента Республики Абхазия Бганба Валерию Рамшуховичу.
Аԥсны аҳәынҭқарра иреиҳаӡоу аӡбаратә алахәцәа, ҳаҭырзқәоу аҩызцәа асасцәа. Ҳазну ашықәс август ҩеиԥшьба рзы адемократиатә принципқәа инарықәыршәаны Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа мҩаԥысит. Иумҳәар залшом алхрақәа реиҿкаареи рымҩаԥгашьеи аҩазара акыр ишыҳаракырыз. Хымԥада ари аполитикатә ҵак ду амоуп. Ари аҽны иаҳҭааз адунеижәлар рыбжьаратәи анашәҵәцәа зегьы иазгәарҭеит алхрақәа Аԥсны аҳәынҭқарра азакәан жәларбжьаратәи азинтә нормақәеи ирҭагӡаны ишымҩаԥгаз. Ари иарҵабыргот хыԥхьаӡала рацәала иахьа асасцәа рҭаара. Уважаемые друзья, уважаемые гости, прошедшие выборы президента Республики Абхазия подтвердили факт торжества демократических принципов в нашей стране, убедительно продемонстрировав всему миру гражданскую зрелость нашего общества и состоятельность Абхазии как государства. Многочисленные международные наблюдатели, внимательно следившие за ходом избирательной кампании, единодушно отметили полное соответствие прошедших выборов духу и букве законодательства Республики Абхазия, демократическим принципам международного права и традициям цивилизованного волеизъявления народа. Политическую значимость и легитимность нынешних выборов подтверждает и то, что сегодня здесь, в зале, на торжественной церемонии вступления в должность избранного президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба присутствует представительная делегация Российской Федерации, представители Республики Никарагуа, делегации Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики, Нагорно-Карабахской Республики, представители диаспоры, известные международные общественно-политические деятели. Позвольте от имени всего нашего народа сердечно поблагодарить всех друзей Абхазии и выразить уверенность в нерушимости тесных, плодотворных, братских отношений между нашими народами. Аԥсны аҳәынҭқарра хадас иалху Хаџьымба Рауль Џьумкаиԥа инапынацқәа рынагӡарахь анеира иазку гәырӷьаратәи еилатәара аартуп ҳаиԥхьаӡоуп. Торжественная церемония вступления в должность избранного президента Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумковича объявляется открытой. Аԥсны аҳәынҭқарра хадас иалху Хаџьымба Рауль Џьумкаиԥа ҭоубауразы даҳаԥхьоит. Для принятия присяги приглашается избранный президент Республики Абхазия Хаджимба Рауль Джумкович. Ҭоубазуеит, сымч сылша, схы сыхшыҩ, сыԥсҭазаара зегьы, сыԥсадгьыл,
Суаажәлар рымаҵ аура ишазыскуа. Сыжәлар ирымҭаны снапаҿы иҟало амчра, аҳәынҭқарра аконституциа, иахьатәи уи амш, уаҵәтәи уи аԥеиԥш рыхьчаразы схы ишасырхәо. Жәлар рылахь соуааит, иԥшьо абри ахықәкы сацәхьаҵны саныҟала. Ианцәа ду суҳәоит, сыԥсадгьыли, суаажәлари рымаҵ аураҿы амчи алшареи суҭарц. Аԥсны аҳәынҭқарра Ахада амчра изҭо атрибутқәа инапаҿ иҭара мҩаԥысуеит.
Происходит официальная передача атрибутов президентской власти, штандарта и печати с изображением государственного герба и надписью «Президент Республики Абхазия». Вместе с ними вручается шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего вооруженными силами Республики Абхазия. Другой атрибут – национальный абхазский посох Алабаща, который выражает надежды и пожелания нашего многонационального народа, государственной мудрости, выдержки президенту, чтобы нести мир и процветание своему народу. Атрибуты президентской власти внести в зал для вручения президенту Республики Абхазия. Дорогие друзья, разрешите поздравить Рауль Джумковича с вступлением в должность президента Республики Абхазия. Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Григорию Семену Вячеславовичу. Уважаемый Рауль Джумкович, уважаемые участники и гости церемонии, разрешите мне от лица руководства и народа Российской Федерации поздравить вас, Рауль Джумкович, с вступлением в должность президента Республики Абхазия. Прошедшие 24 августа этого года внеочередные президентские выборы состоялись в обстановке высокой общественной активности.
в полном соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Это было засвидетельствовано многочисленными международными наблюдателями. Можно сказать, что Абхазия с достоинством сдала этот экзамен и подтвердила состоятельность своей государственности, за которую отдали свои жизни тысячи лучших сыновей и дочерей Апсны. Ваша, уважаемый Рауль Джумкович, убедительная победа продемонстрировала, что абхазский избиратель проголосовал за достижение общенационального согласия, обеспечение внутриполитической стабильности, эффективное решение актуальных вопросов социально-экономического развития. Перед новым руководством Республики Абхазия стоит немало сложных и ответственных задач. Нет сомнений в том, что в их решении рядом с Абхазией всегда будет ее стратегический союзник Российская Федерация, которая 6 лет назад первой признала независимость абхазского государства и все последующие годы своими делами подтверждала верность взятым на себя обязательствам. Сегодня российско-абхазские отношения развиваются по восходящей. Активно поддерживается политический диалог на высшем уровне, подтверждением чего стала состоявшаяся 27 августа этого года в Москве встреча президента России Владимира Владимировича Путина с избранным президентом Абхазии. Эффективно решаются проблемы обеспечения обороны и безопасности. Введены в строй десятки социально-экономических объектов, восстановленных при российском финансовом содействии. Наши страны и народы живут в едином культурно-гуманитарном пространстве, которое скреплено многовековыми духовными связями. Вместе с тем, в развитии наших двусторонних связей мы не можем не учитывать стремительно меняющийся международный контекст. Реалии современного момента требуют перевода российско-абхазских отношений на качественно новый уровень углубленной интеграции во всех областях. Прежде всего в том, что касается повышения эффективности совместной обороны и безопасности, а также перехода от послевоенной реконструкции к устойчивому экономическому развитию. Все это, несомненно, должно сопровождаться повышением стандартов социальной поддержки жителей Абхазии. Новый уровень отношений России и Абхазии должен неизбежно отразиться на их договорно-правовой базе, которая за 6 лет сформировалась как солидный комплекс из более чем 80 договоров и соглашений, регулирующих практически все сферы взаимодействия. Сегодня мы имеем договоренность руководителей Российской Федерации и Республики Абхазия о разработке нового договора о дружбе и сотрудничестве, который будет адаптирован к требованиям нынешнего момента и будет отражать специфику повышения уровня интеграции между двумя суверенными государствами. Рассчитываем, что новый договор будет подписан до конца текущего года. В заключении разрешите еще раз поздравить братскую Абхазию с сегодняшним историческим событием и пожелать вам, уважаемый Рауль Джумкович, успехов в работе на высшем государственном посту Республики Абхазия. Спасибо. Спасибо, Семен Вячеславович. Слово представляется Кибилову Леониду Харитоновичу, президенту Республики Южная Осетия. Уважаемый Рауль Джумкович, дорогие абхазские друзья, братья и сестры, в этот знаменательный для абхазского народа день разрешите мне от имени юго-осетинского народа, руководства республики, лично от себя поздравить Рауля Джумковича со вступлением в должность президента Республики Абхазия. Присутствовать на этой церемонии в столице братской Абхазии, быть свидетелем этого важного события в жизни абхазского государства, честь и в то же время для меня дань союзническому долгу. На протяжении многих веков осетины и абхазы
стоят рядом друг с другом в важные для жизни народа моменты. Так бывало и в годы военного лихолетия, так бывает и в дни национального торжества. Независимо от любых обстоятельств, наши народы будут хранить верность своей старинной дружбе, равно как и приверженность российскому вектору своей внешнеполитической ориентации. Союз с Россией и сплоченность для наших народов всегда были надежной гарантией от посягательств любого агрессора и давали чувство уверенности в своей национальной будущности. Сегодня Абхазия вручает Раулю Хаджимба мандат на руководство страной. Это огромное доверие и величайшая ответственность. Ожидания от новой власти всегда бывают очень высокие. Люди ждут добрых перемен. Все ждут абсолютного совершенства и иногда даже чудес. Но создать чудо в чудесной стране, построить благоденствие для своего народа можно только всем вместе, сплотившись вокруг главы государства. Такое сплочение абхазская нация продемонстрировала буквально недавно во время выборов президента. Народ выбрал человека, которого считает способным нести бремя ответственности за страну, за свою прекрасную Апсны. Абхазский народ, как и народ Южной Осетии, вообще отличает особый патриотизм и традиционно очень сильное чувство гражданственности и национального достоинства. Каждый человек здесь ощущает свою сопричастность к жизни страны. В такой стране власть находится в особых отношениях с народом. И нет никаких барьеров. Простой гражданин может увидеть любого руководителя, подойти к нему на любом мероприятии, поговорить с ним. То есть нет никакой дистанции. Именно в это время Рауль Джункович избран президентом, который знает все проблемы и задачи, которые стоят перед абхазским государством, перед народом Абхазии. А политической воли и целеустремленности ему не занимать. И в этой связи я вместе со всей Южной Осетией еще раз присоединяюсь к добрым пожеланиям в адрес нового президента абхазского государства. Успехов и достижений на благо страны, процветания Абхазии, укрепления международных позиций республики. Уверен, что президенту и народу Абхазии по плечу справиться с самыми трудными проблемами, чтобы сбылись самые лучшие надежды и ожидания. Уверен также, что отношения традиционных дружбы, партнерства и союзничества между Южной Осетией и Абхазией будут развиваться и укрепляться и впредь на благо наших народов. Желаю вам, Рауль Джункович, здоровья, успехов, а всему братскому абхазскому народу мира и благополучия. Успехов вам! Спасибо. Слово предоставляется Гулян Ашот Владимировичу, председателю Национального собрания Нагорно-Карабахской республики. Многоуважаемый президент Республики Абхазия, уважаемые участники церемонии, дамы и господа, имею честь представить вашему вниманию поздравительное послание президента Нагорно-Карабахской республики Баку Саакяна по случаю инаугурации президента Республики Абхазия. Многоуважаемый Рауль Джункович,
дорогие граждане Абхазии, от имени властей народа Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас всех с инаугурацией главы Абхазского государства. Это важное и знаменательное событие, символизирующее формирование высшей власти в стране волею народа, являющееся также неотъемлемым атрибутом независимой и демократической государственности. Рауля Джумковича Хаджимбу знают и уважают не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами. Будучи истинным патриотом своей страны, опытным государственным деятелем, внесшим существенный вклад в становление независимой абхазской государственности и всецело посвятившим себя делу ее укрепления, президент Хаджимба, уверен, сделает все возможное для дальнейшего развития родной Абхазии, обеспечения прогресса во всех сферах жизнедеятельности республики. Хочу также отметить подчеркнуто уважительное отношение Рауля Джумковича к Нагорному Карабаху, где он бывал лично, к армянскому народу в целом и армянской общине Абхазии в частности. Нам очень приятно, что армяне Абхазии всегда жили в гармонии на древней абхазской земле. И наши соотечественники никогда не чувствовали себя ущемленными, принимают самое действенное участие в государственном строительстве Абхазии. Многоуважаемый господин президент, еще раз сердечно поздравляю вас со вступлением в эту высокую и ответственную должность. Уверен, ваш богатый жизненный опыт, высокий профессионализм и человеческие качества позволят вам осуществить все ваши планы по дальнейшему развитию и укреплению Республики Абхазия. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, мира и процветания братской Абхазии. С глубоким уважением, президент Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется госпоже Хуаните Сандовал Аргенял, министр окружающей среды и природных ресурсов Республики Никарагуа. Muy buenos días, estimado compañero presidente de la hermana República de Abjasia, compañero Raúl Tazimba. Estimadas hermanas y hermanos, miembros del Gabinete de Gobierno y Poderes del Estado de la hermana República de Abjasia. Estimados hermanos del pueblo de Abjasia, familias de Abjasia. Estimados hermanos y hermanas, representantes de los gobiernos y pueblos que acompañan en este día especial a la hermana República de Abjasia y a su presidente. Un saludo especial al pueblo y gobierno de Rusia, al presidente Putin a través del compañero Surkov. Un saludo especial al pueblo y gobierno de la hermana República de Osetia del Sur, a través de su compañero presidente Tibilov. En nombre del compañero presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, de la compañera Rosario Murillo y de nuestro pueblo de Nicaragua, bendita por Dios, reciban el cariño fraterno solidario al inicio de estas nuevas luchas que son sendas de bien común para continuar avanzando por el bien de nuestra familia y de nuestros pueblos hermanos. Уважаемый президент Братской Республики, уважаемый президент Братской Республики Абхазия Рауль Хаджимба, дорогие братья и сестры, коллеги из Кабинета министров Республики Абхазия, дорогой и любимый народ Абхазии,
Уважаемые представители других народов и государств, которые сегодня стоят рядом с братским народом Абхазии и его президентом, приветствуем народы правительства Российской Федерации, президента Владимира Путина и в его лице Владислава Суркова. Приветствуем народ и правительство Южной Осетии. Народ Южной Осетии благодарны за то, что сегодня присутствует здесь. От лица президента Никарагуа господина Даниэля Ортега Сааведра и его супруги Росарио Мурио, от лица благословенного народа Никарагуа передаем братское тепло и солидарность в этот важный исторический день для Абхазии. Сегодня это новый этап борьбы за всеобщее благо, за мир, за справедливость и процветание наших народов и семей. El presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, líder de la Revolución Popular Sandinista y del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha dedicado su vida a la lucha por las libertades del pueblo de Nicaragua y la restitución de sus derechos, e inspirado en estas profundas convicciones, ha reconocido en todo momento la lucha del pueblo de Abjasia a la libertad, a la autodeterminación en la conducción de su gobierno nacional. Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра, лидер Сандинистского фронта национального освобождения, посвятил свою жизнь борьбе за свободу и восстановление прав народа Никарагуа. И вдохновленный этими принципами и убеждениями, он признал право на свободу и самоопределение братского народа Абхазии. Reconocimiento ratificado el 2 de septiembre del año 2008, siendo el segundo país en el mundo en reconocer el pleno derecho a la independencia de Abjasia. Hoy reiteramos el apoyo solidario de Nicaragua con nuestra hermana República de Abjasia y su gobierno. Признание независимости было провозглашено 2 сентября 2008 года. Так Никарагуа стала второй страной в мире, признавшей независимость Абхазии. Сегодня наша страна подтверждает поддержку и солидарность с Республикой Абхазия. Nicaragua es un país pequeño, con 6 millones de habitantes, en 130.000 kilómetros de longitud, ubicado en el centro del continente americano. A pesar de la distancia que nos separa, nos unen y tenemos con la hermana República de Abjasia profundas convicciones de valores humanos, culturales y tradiciones propias, únicas y originales que nos identifican en el mundo. Никарагуа – маленькая страна с 6 миллионами жителей и протяженностью 130 тысяч квадратных километров, расположенная в центре американского континента. Но несмотря на огромную дистанцию с Абхазией, нас объединяют общечеловеческие ценности, самобытная культура и интересные традиции, которые идентифицируют нас в мире. Principalmente nos une el amor a la patria, a la independencia, a la libertad y el compromiso por desarrollar en estos nuevos tiempos, para compartir, para convivir y crear nuevos vínculos y maneras que nos conduzcan a la prosperidad de la familia en rutas de bien común que brinden a nuestros pueblos una vida cada vez más digna, desde un presente mejor, próspero para un futuro pleno en restituciones de derecho y de bienestar. Но еще больше нас объединяют любовь к родине, независимость, к свободе. Это долг, который должен быть долгом к развитию в новое для нас время. Это необходимо для того, чтобы сосуществовать и создавать новые связи и методы на пути к благополучию, на пути к общему благу, которое обеспечит нашим народам достойную жизнь, еще лучше, чем та, что есть сегодня, к благополучному будущему, совершенному с точки зрения права. Para concluir mis palabras, deseo reiterar en nombre del Gobierno de la República de Nicaragua, de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario Murillo,
nuestros mejores votos y deseos e inspiraciones para el nuevo gobierno de la hermana República de Abjasia, nuestro más firme compromiso con las causas de la paz en el mundo, del rechazo rotundo a todo tipo de injerencia, atropellos, amenazas y uso de la fuerza en contra de las naciones pequeñas que sueñan y luchan por consolidar su estabilidad política, social y económica, en un absoluto marco de independencia, soberanía nacional a favor de todos los pueblos. Muchas gracias. В завершение моей речи хочу направить слова от господина президента Даниэля Ортега Сааведра и его избранницы Росарио Мурио, наилучшие пожелания новому правительству братского народа Абхазии и наше твердое обещание сохранять мир, решительно отвергая вмешательства, нарушения, угрозы и использование оружия против малых наций, которые мечтают об укреплении политической, экономической и социальной стабильности при неукоснительном исполнении независимости и суверенитета на благо своих народов. Огромное спасибо. Слово предоставляется Игнатьеву Виталию Викторовичу, заместителю министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, соратники, позвольте мне от имени руководства Приднестровской Молдавской Республики, от имени народа Приднестровья высказать слова признательности, высказать слова приветствия братскому народу Республики Абхазия в этот знаменательный день. Разрешите зачитать приветственный адрес президента Приднестровья. Его превосходительству господину Раулю Джумковичу Хаджимба, президенту Республики Абхазия. Уважаемый Рауль Джумкович, от имени руководства Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично свидетельствую глубокое уважение и направляю искренние поздравления по случаю вашего официального вступления в должность президента Республики Абхазия. На протяжении 21 года народы Приднестровья и Абхазии поддерживают теплые дружественные связи. Традиции взаимопомощи, поддержки, свойственные двусторонним отношениям наших государств, нашли отражение в договоре о дружбе и сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазия от 1993 года, а также в широком спектре взаимодействий в области культуры, здравоохранения, торговли и экономики. Тесные братские отношения, основанные на принципах уважения и доверия, общности духовных и культурных ценностей, уверен, получат и дальнейшее развитие. Выражаю надежду на то, что укрепление абхазско-приднестровского сотрудничества будет и впредь способствовать процветанию наших народов и государств. В этот торжественный день искренне желаю вам, уважаемый Рауль Джумкович, успехов, неиссякаемого оптимизма, уверенности, выдержки и плодотворной работы на столь ответственном посту президента Республики Абхазия. С высоким уважением, президент Евгений Васильевич Шевчук. Позвольте мне вручить приветственный адрес от президента Приднестровья и от спикера парламента Приднестровской Молдавской Республики. Слово предоставляется президенту Республики Абхазия Раулю Джумковичу Хаджимбу.
Акыр иаԥсо ҳауаажәлар, иахьа абраҟа имҩаԥысуа ахҭыс хаҭала аӡәы изкым. Ари ҳажәлар зегьы рзеиԥшу иааироуп. Ари ҳтәылаҿы хымԥада аиҭакрақәа ҟалароуп ҳәа иҟоу азеиԥш гәҭыхала иаанызкыло згәы иҭоу ҳауп. Иахьа ҳара ҳазну амҩа даара имҩахьанҭоуп, аха ишыжәбо еиԥш уаҳа ԥсыхәагь ҳамам. Иӷәӷәо аҳәынҭқарра ҳаргыларц азын азакәан ҳавсны апроблемақәа рыӡбара мап ацәаҳкыроуп. Ҳазегь ҳахшыҩ еилаҳҵар иаҳзымыӡбо зҵаара аҟаӡам. Уи ус шакәу, насгьы аԥсуаа шәышықәсала ҳара ҳхатәы демократиатә традициақәа шҳамоу, ҭоурыхлагьы зныкымкәа адунеи зегь иаҳарбахьеит. Иахьатәи амчрақәа рҿаԥхьа иқәгыло аус хада акәзар, урҭ хьаҵрак ҟамҵакәа ауаа рзинқәеи рҭынч бзазареи рыхьчара иазықәԥароуп. Убри ауп амчрақәа функциа хадас ирымоу. Убри ауп ҳажәларгьы ҳара ҳҟынтә иззыԥшу. Ҳазегь ҳхаҿы иааҳгароуп ихадароу акы. Ари ҳара иаҳтәу Аԥсны аҵеира рԥсы зхҭнырҵаз ҳәынҭқарроуп. Уи аԥеиԥш алахьынҵа зхьыԥшугьы ҳара ҳауп. Убри аҟынтә ҳарҭ ҳажәлар еидаҳкылароуп. Аиҳабыреи ауаажәлари рдиалог реимадара ҳарӷәӷәароуп. Ҟарак еиԥш иҳалҳаршароуп. Ауаа политикатә хәаԥшрала акәымкәан профессионалтә ҟазшьала аҳәынҭқарратә усахь рнагара. Алхрақәа ҳхаҳгеит. Уажәшьҭа аус злоу ҳжәахыр неибыҭаны, ишырҳәо еиԥш ҭаацәашәала ҳаԥсадгьыл гәакьа амчхара ашьҭыхра ҳҽазаҟаҳҵароуп. Ишдыруа еиԥш ажәлар рҟазшьа еиқәзырхо зегьы раԥхьаӡагьы абызшәеи, акультуреи, амилаҭ дырреи роуп. Ари аганахьалагьы ҳаԥхьа ишьҭоу аусқәагьы рацәоуп. Араҟа ҳазыԥшуп ҳмилаҭ интеллигенциа ражәа, рдырра, рыхшыҩ. Ирӷәӷәатәуп нхыҵи-аахыҵи ҳабжьоу ацҳақәа, аҳәаанырцәтәи ҳџьынџьуааи ҳареи ҳаимадарақәа. Ҳнапы злаҳкуа иарбан усзаалак, уи ҳажәлар ринтерес хада анагӡара иазкызароуп. Шәарҭ ҳажәлар иҳашәҭо адгылара иабзоураноуп излалыршахо Аԥсны ԥхьаҟатәи аизҳазыӷьара. Иаадыруеит, агәрагара иҳашәҭогьы уасхырс иамоу амилаҭтә хақәиҭратә қәԥареи, аибашьра рветеранцәеи, ҳажәлар раԥхьагылаҩ ду Владислав Арӡынбеи иалдыршаз аиааироуп. Агәыӷра сымоуп, уи афырхаҵамҩа аринахысгьы шьаҿа-ӷәӷәала ҳанысыԥ ҳәа. Дорогие друзья, мое избрание на пост президента я воспринимаю не как победу какой-либо партии, а как результат настойчивого требования коренных перемен в жизни нашего народа. Тот путь, на котором мы становимся, очень труден, но у нас нет иного выбора. Чтобы построить благополучное государство, необходимо, прежде всего, избавиться от укоренившегося в сознании правового нигилизма и привычки решать свои проблемы в обход закона. Власть будет твердо и последовательно стоять на страже правопорядка и безопасности граждан. В этом ее основная функция. Именно этого ждет от нас народ, для которого справедливость и законопослушность власти является критерием оценки ее качества и ориентиром повседневной жизни. Мы все должны осознать, что это наше государство, что оно далось нам дорогой ценой, и что его судьба зависит от каждого из нас. Государственное строительство – это творческий процесс, усилий нации в целом и каждого гражданина в отдельности. Поэтому нам необходимо объединить народ, наладить постоянный диалог и взаимодействие власти с обществом, обеспечить участие в управлении профессионалов вне зависимости от электоральных симпатий. Выборы закончились. Нам пора вместе обустраивать родную страну. Задача власти – создать условия для того, чтобы наш народ в полной мере смог реализовать свой высокий созидательный потенциал. На это должны быть нацелены реформы политической и экономической систем. В достаточно сжатые сроки мы должны сделать власть эффективной, прозрачной, подконтрольной обществу. Для этого нужна конституционная реформа, предполагающая перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. Это заложит основы политической стабильности на длительную перспективу.
В экономике основной упор будет сделан на создание новых рабочих мест, развитие и государственную поддержку частной инициативы, модернизацию методов хозяйствования и управления. Особое внимание будет уделено отстающим регионам Восточной Абхазии. Народ – это прежде всего язык, культура, национальный дух и вера. Эти ценности нуждаются в поддержке общества и государства. Именно они обеспечивают единство народа, осознание им общности, судьбы и целей. Народ Абхазии многонационален, и мы должны ценить это богатство, обеспечивая подлинное равноправие и взаимное уважение различных этнических групп. История нашей страны на протяжении долгих лет связана с российским государством. Мы живем и развиваемся в рамках общего цивилизационного пространства. Именно Россия выступает гарантом безопасности и независимости Абхазии. Она первая признала наше государство и установила с ним дипломатические отношения. Естественно, наше сотрудничество не находится в статичном положении. Реалии сегодняшнего дня, многочисленные угрозы и вызовы, которые возникают в регионе, требуют новых подходов к формированию повестки российско-абхазского сотрудничества. Поэтому мы выступаем за заключение до конца текущего года нового договора между нашими двумя государствами, направленного на углубление интеграции, прежде всего в области обороны, охраны границ и расширения наших экономических возможностей. Это позволит создать более прочные гарантии суверенитета Абхазии, поднимет на качественно новый уровень систему безопасности нашей страны, создаст широкие возможности для притока инвестиций и повышения благосостояния граждан. Таким образом, перед нами стоят масштабные задачи, решение которых не терпит отлагательств. В своей внутренней и внешней политике мы будем руководствоваться исключительно интересами народа, поддержка которого является главным условием превращения Абхазии в процветающую страну. Я верю, что мы сможем оправдать народное доверие и откроем новую страницу нашей истории. Спасибо. А там зараз штасцот, загирчапхя, яхя абраа, измайз, измауз аабхера. Табуп хончасхот загихя, яхад гылан, аус хацзурцыз гуито, хапхя ахайд гылан, аджик нажларнах аларпипш, а яйра кахгартипш, амю хаклароп, уядик псухохамацам, абзера шимазат абсотлар. Хатерского весча, обснохен кара хадас ялху, хаджим барауль джумкай пайна панацака, рынок зараш, и нера языка загурлит и латара харкшов. Торжественная церемония вступления в должность президента Республики Абхазия Хаджим Барауля Джумковича завершена. Уважаемые друзья, в 16:00 мы всех приглашаем вас в филармонию на торжественный концерт. Спасибо.